положении оказывается и большинство жителей республики. Вот у меня, например, никогда не возникало... Я православная. У меня никогда не возникало вопроса, красить яйца на Пасху или резать 3 пирога на джурбу. Ну, не было у меня вот этого вопроса в голове. Я думаю, что у большинства обывателей то же самое. И мы просто жили и не разделяли друг друга на православных, традиционалистов, мусульман. Каждый потихонечку отправлял идти и другие свои религиозные потребности. Сейчас я запуталась, и я вас прошу помочь разобраться и мне, и всем остальным, объяснить на пальцах, как уложить в сознании вот этот вот возникший спор. И есть ли вообще причины для... Вы сидите, слушаете, но хотелось бы ваше мнение тоже. Я объясню, почему я сижу и слушаю. Дело в том, что здесь все собравшиеся осетины. А я единственный не осетин. У меня более почетная миссия, поскольку я основатель новой осетинской фамилии. Мои дети наполовину осетины, одна из внучек на 3/4 осетинка. Поэтому я думал, что вначале должны сказать те, кто от своих старших слышал, как оно было. А я археолог. Я знаю. Я не верю, я знаю. Что я знаю? Ну, прежде всего, как археолог, я знаю, что бывают сосуды целые и разбитые. Бывают очень сильно разбитые. Но они называются археологически целыми. Что это такое? Это когда от венчика остался кусочек, от туловища остался кусочек, от днища остался кусочек. Вроде бы сосуда нет. Но мы поэтому можем восстановить, какое оно было. К сожалению, история Осетии в силу известных всем обстоятельств представляет собой, то есть то, что удалось сохранить, археологически целое, но очень сильно разрушенное. В результате набегов, нашествий, в конечном итоге того катаклизма в виде нашествия Тимурленко, хромого Тимура. И если бы наследие было записано, оно бы не сохранилось. В свое время Аристотель и многие другие говорили, что возникновение письменности – беда, потому что записывают, чтобы забыть. Именно потому, что не было записано, передавалось из уст в уста, от старшего к младшим, передавалось не только словами, но и действиями. Сохранением вот этого вот того главного, что главное не жизнь, а честь. И, собственно говоря, тут коренные отличия с окружающими религиями, потому что в той религии лучше бы убили, но не оскорбили властен. Потому что убили, он в том виде идет, не оскорбленный туда, куда он идет. Оскорблять нельзя. Далее. Когда говорят о была ли не... Господи, в нартовском эпосе мы видим, это есть такое понятие археологическое, стратиграфия. Это как пирог Наполеон, знаете, много-много слоев. Так вот, в нартовском эпосе мы видим слои, относящиеся к позднекаменному веку. Они очевидны. И поздние наслоения, они тоже очевидны. И очевидно то, что было, вот мы видим единобожие, причем более строгое единобожие, чем в том же христианстве. Намного более строго. И почему не сразу не могли понять христиан? Да потому что у христиан Отец, Сын и Святой Дух. Он как-то вот расстраивается. А тут и о каком язычестве может идти речь? Я, наверное, здесь еще потому, что я специалист по каменному веку, куда не пустят обратно осетин, как было сказано. Да, вот ни о каком каменном веке может идти речь. О каком язычестве? Просто, ну, видите, я постараюсь говорить просто, без научных терминов. У каждого слова есть коннотация, есть семантические ряды, то есть как оно воспринимается. Ну, вот язычество. Ну да, оно довольно древнее слово, и понятие этого язычества, оно вот когда иудеи обращали в истинную веру тех, у кого было многобожие, у кого был тотемизм, анимизм, фетишизм, магия и прочее. У осетин ничего этого нет. Есть единый Бог.
Есть святые. Ну, есть трактовки такие, что у вас же это посланник Божий, а у вас это Святой Дух. Ну, это уже такая попытка христианизации. Но есть то, что осталось от древней мировой религии. И поэтому осетины спокойно, принимая и то, и другое, остаются в рамках своей традиции. И мы все это наблюдаем. Мы в этом во всем участвуем. С другой стороны, есть апостольская церковь. У них есть апостольское служение. Ну, сейчас я мусульманскую сторону не буду. Мы знаем методы и прочее, как по соседним народам все это более-менее понятно. Давайте другой рассмотрим. По-моему, с мусульманской стороной сейчас конфликта пока не видно. Пока не видно, да. Вот. А тут есть апостольское служение, миссионерское служение. Я посмотрел церковные документы, когда вы меня пригласили, за последние несколько лет, что по этому поводу думает Святой Синод, патриарх Кирилл и прочее. Эта проблема там довольно сложная. Идут публикации, спорят как о миссионерстве, насколько это миссионерство должно быть агрессивным, а насколько оно не должно быть агрессивным. И тут возникает, не может не возникнуть, то, чему я учу студентов, потому что мне приходилось читать историю мировых религий, приходится рассказывать о становлении человеческой культуры. Слово, которое читателям, да боюсь, что и многим здесь присутствующим не знакомо. Прозелитизм. Прозелитизм. Что такое прозелитизм? Ну вот видите. Это одна из особенностей любой мировой религии. Это необходимость и желание привлечь все окружающее в себя, вобрать. А прозелитизм бывает и другой формы. Осетинская древняя традиция тоже сохранила прозелитизм, но в другой форме. Никто насильно людей за осетинский стол и участие в религиозных обрядах не приглашает и не заставляет садиться. Все добровольно это делают. Поэтому, когда говорят, что кого-то не пустят в язычество, ну, конечно, не пусть, потому что никто туда и не идет. Мало того, нет никаких оснований там находиться. В каменный век, где увидели, надо быть аккуратнее. Еще раз напомню, в осетинской традиции лучше убить, чем оскорбить. Ну, вот так как-то было и есть. Я не буду сейчас углубляться. Вы просили объяснить на пальцах, я объясню на пальцах. Да. Вот пальцы. Есть остатки древней мировой религии, которая вынуждена теперь оформляться. При советской власти не надо было оформляться, потому что все остальное тоже было загнано, и все существовало, как оно есть. Сейчас, поскольку с одной стороны есть активность, серьезная активность, мусульманская, что. С другой стороны есть активность, нормально попытаться сохранить то, что передано и сохранено от предков. Обращу ваше внимание. Значит, каждая семья существует только потому, что каждый играет свою роль. Там не все дедушки, не все бабушки, не все внуки. Дедушка – это дедушка, бабушка – бабушка. И все разные. Но именно потому семья. Я позволю себе такое наблюдение высказать. Я 40 лет живу в Осетии. Дегорцы сильно отличаются от иронцев. Иронцы и дегорцы от кударцев. Но все они вместе порождают то, что устойчиво, поскольку они разные. Вот это три, можно разделить мельче, но вот три основные. Сейчас есть и другие направления религиозные. Но есть христианство в виде православной церкви, мусульманство и традиционной религии. Есть, то есть мы видим такую известную осетинам конструкцию на 3 ножках. И ни одну из этих, да, и она известна с древнейших времен. Не буду сейчас рассказывать истории про иранские столы там и прочее, сарматские, это все известно. Не надо подпиливать ножки. Сила общества, в котором мы с вами живем, и возможность двигаться дальше в том, что есть возможность существования всему и гармоничное существование. А вот вы говорите, древняя мировая религия, а какие-то ее отголоски сохранились ли где-то еще в мире?
у каких-то народов, и мы бы посмотрели, как они сосуществуют. Естественно. Так и взяли бы получилось, на вооружение. что имена стерлись. Приняты христианские имена, но, опять же, как археолог я вам расскажу, это форма. А всегда, кроме формы, кроме морфологии, есть функция. Мы смотрим, как функционируют те или иные герои. И мы понимаем, что то имя, которое сейчас есть, ну, скажем, мы сравним жизнь святого Георгия и описание Уастерджа. Ну, это же прямо противоположные это же отдельный жизни. предмет для спора. Секунду. Это прям... Это один не наше... святой убивает в монашеском смысле дракона, а другой прям противоположен по поведению. Ну, вспомните нартовский эпос. Да? Вот. Они соединяются на время и так существуют, пока никто никого не трогает. Но когда начинаются нападки, то, естественно, начинают просить, это же разные вещи. Мы не знаем имени, но мы знаем, как другие народы называли. Я не буду сейчас говорить, как. Но я знаю это, как это было в Индии, как это было по дороге в Афганистане, как это было в Греции, и какое, возможно, было астинское имя у некоторых святых. Мы же просили на пальцах, вот на пальцах. Не подпиливаем. Что это троица? Не подпиливаем, да, все. Три ножки фэнга, курильница, что? Вот эти на пальцах. Три ножки фэнга, да, конечно. Я именно это имел в виду. Конечно, 1100 лет, как Алания Осетия приняла христианство. Но она его приняла именно потому, что были предшествующие тысячелетия, века, во время которых существовала система, позволившая принять одну из мировых религий. Затем другую мировую религию. То есть у народа есть подтвержденный тысячелетиями истории иммунитет. Всегда были хулиганы, но, я полагаю, всегда были методы, как с ними общаться. И это умение, я надеюсь, не утрачено. Поэтому старшие тех фамилий, молодежь которых позволяет себе зажигать на том поле, на котором потом потушить будет сложно, должны их остановить. Ну, кроме старших, вообще-то в Осетии есть и государственные структуры. Я не говорю о тех бедных людях, которые пытаются разобраться и несут от себя тяну, иногда от кого-то берут чего-то и несут дальше. Некоторые несут околесицу как знамя. Мы все это видим в сетях. Я не говорю о введении цензуры, но если кто-то откровенно хулиганит, дело вот в чем. Мы же видели, чем заканчиваются там такие ситуации, там, где этого не сделали. Мы видим, что произошло в Афганистане. Да? Мы видим, что произошло в других странах. Мы видим, что тот же Ирак, да? Что произошло с культурой, с наследием, с музеями, с памятниками. Все разворовано. Где оно? Оно где угодно, на Сотбисе, еще где-то. Все это исчезает. У нас и так исчезает. Материальная культура древности, не только материальная, а в ней и духовная, она исчезает. Нам только не хватает межрелигиозных столкновений. Есть рецепт. Этот рецепт в осетинских ритуалах, в застолье. Я 40 лет живу в Осетии. Я никогда не видел, чтобы кого-то, потому что он буддист, мусульманин или христианин, от осетинского стола отлучали. Я не видел никого, кого бы насильно... Это и есть древняя традиция, то есть участие в молениях, да, в ритуалах, посвященных единому Богу. И в этой традиции глубокая прививка от всего того, чего мы боимся. Ну и органы, которые призваны сохранять и карать, сохранять спокойствие граждан и карать за недозволенные действия, тоже дремать не должны, потому что иначе это плохо кончится. Спасибо вам, спасибо за аргументированные мнения.